Привет-привет, телезрители! В эфире «Это мы». Добрейшего времени суток, друзья! О, грецкие орехи! Значит, сегодня мы узнаем о культуре одной из стран Центральной Азии. Я смотрю, у кого-то неплохо с географией. Так с какой национальностью мы познакомимся? С коренными жителями Таджикистана. Программа «Это мы» рассказывает, как дружно живут народы в Башкортостане. А их у нас целых 160. Каждый раз любопытные ведущие отправляются в путешествие по культуре и истории одной из народностей. Будет полезно, вкусно, звонко, нарядно и, конечно же, интересно. Таджикистан – это государство Центральной Азии, которое не имеет выхода к морю. Россия с этим государством не граничит, но, безусловно, дружит. В Таджикистане проживает 8 миллионов 593 тысячи 600 человек. И все это на территории в 142 тысячи квадратных километров. 93% которые занимают горы. Это просто невероятно. И снова на помощь в исследовании таджикской культуры приходят студенты. Все наши герои учатся в Башкирском государственном педагогическом университете имени Мефтахиддина Акмуллы. Сейчас за всю историю программы «Это мы» я буду изучать персидский язык. Представляете? А ведь его подвидом является таджикский. Таджикский язык относится к группе иранских языков. Долгое время он даже считался подвидом персидского языка, потому что отделился от него лишь в 15 веке. Литературный таджикский язык значительно отличается от персидского языка только фонетически, произношением. Но вот введение в 1939 году алфавита на основе кириллицы еще более закрепило эти различия. В таджикском языке на основе кириллического сейчас считывается 35 букв. Главное отличие из русского алфавита, в таджикском алфавите есть 6 специфических букв. А что это за буквы специфические? Вот начинаем буква И за Да. И это большой, яркий. Потом. Это как и краткое в русском языке. Потом буква К. Да? Да. А еще вижу букву Х с хвостиком. Да. На самом деле это считается как Х. Не Х, а Х. Х. Да. Вот так. Х. Маленькие буквы, так. Еще одна буква осталась. Буква Г, да, с вот черточком, да, он читается Г, да? Г. Да. Как башкирская буква. Да, Г. Не имеет аналога в русском языке. Название таджикский язык появилось сравнительно недавно, в 1920-х годах. А напишите по одному слову с участием этих букв. Хорошо, вот начинаем с буквы И за Да, да? И за Да. Да, можно сказать вот Тоджики. То-джи И К И. Вот Тоджики. Таджики. А буква К, да, можно назвать имя Кодир. Таджики переводится таджики. Да, таджикский. Кодир. Кодир. Не К, а К. Кодир. Кодир. Существительные в таджикском языке не склоняются по падежам. Рода как такового нет. А на какие языки похож таджикский? Таджикский язык похож на... то есть сам таджикский язык является персидским языком, поэтому мы свободно понимаем иранский язык и афганский язык. А как повлиял персидский язык на таджикский? Да, на самом деле персидский алфавит очень большую роль играл в таджикском языке, и еще до 20 века таджикский алфавит был персидским. Вот все ученые, все работы таджикских ученых, они написывали на арабским графиком. После того, в 1930 году был заменен персидский алфавит на латинский алфавит. После того, в 1939 году был создан новый алфавит на основе кириллической. Если требуется показать принадлежность к женскому роду, говорят «зан» или «духтар» – девушка или женщина. А какие слова мне потребуются, если вдруг я поеду в Таджикистан? Да, часто используемые слова, которые в туристической поездке к вам понадобятся. Вот специально я подготовил, я могу почитать тебя некоторые из них. Вот, например, «Привет» или «Как дела?» Ты можешь... Салом, Курхоят Чихел. Да, салом, Курхоят Чихел. Например, меня зовут, да, Номиман Чиз. Какая у тебя профессия? Каспи Тучиз. Как сегодня погода? Обу, хаво, имрус, чихел. Хорошо, а как будет спасибо и до свидания?
Спасибо, ташакур. Ташакур. Да, ташакур, то бозди. Тобозди, это до свидания. То бозди, да. Тобозди. Ташакур Биолидин. Очень много интересного узнала. Тобозди. То бозди. Ман хеле хушхол ҳастам аз бо ту бо хӯрдан. Ман итминони комил дорам ки ба ту маъқул шид. А как это переводится? Это переводится, я тоже очень рад, что я надеюсь, что это было тебе очень интересно или полезно. Наверное, таджикский – самый молодой язык, который мы изучили в нашей программе. Ведь официально он появился только в 20-х годах прошлого века. Но это не сделало знакомство с ним менее интересным. Скорее, даже наоборот. Мы уже не раз говорили в нашей программе, то, что Башкортостан славится своими горами. Но сегодня я вам скажу, какая республика может себя смело называть королевой гор. Это Таджикистан. Ведь горы – это 93% всей его территории. Таджики в нашей республике представляют совсем немногочисленную группу, порядка 700 человек. В основном они проживают в нашей столице Уфе. Ну и, конечно, в других городах Башкортостана тоже встречаются, но в значительно меньшем количестве. Может, это связано с тем, что между нашими республиками почти 3000 километров. Уфа – столица нашей республики и один из главных городов, который посещают туристы, приехавшие в Башкортостан. А если вы турист, который отправился в Таджикистан, то вы непременно попадете в его столицу – Душанбе. Душанбе не просто город, это настоящая достопримечательность. Но помимо столицы есть в Таджикистане и другие города, которые обязательны к посещению. Взять, например, Гисар. Известен он прежде всего своей крепостью, окруженной горами. Или же город Хиджан, который упоминается в источниках аж 7 века. Привлекает он своими многочисленными средневековыми строениями, а также мечетью-мавзолеем шейха Муслихеддина. Ну и, конечно, наш рассказ о Таджикистане не был бы полон без упоминания самых известных гор. Фанские горы – это поистине уникальная горная страна. Древнее название, которое звучит как Кухистан. Памир – это горная система на юге Центральной Азии. Горы Памира невозможно помянуть без горячих источников Гарм-Чашма. На протяжении не 1000 лет люди считали, что вода, бьющая из скал на склоне Шахдаринского хребта Памира, является святой. И это далеко не все интересное, что мы знаем об этой удивительной стране. За остальными подробностями отправляйтесь в нашу группу в соцсети. Настало время самой яркой рубрики нашей программы. А насколько она яркая, вы прямо сейчас и поймете, просто взглянув на национальный таджикский костюм. В Таджикистане в каждом из районов есть свой национальный костюм. По крою он везде примерно одинаков, но отличается цветом, вышивкой, наличием украшений. Молодежь все чаще носит европейскую одежду. Но национальный таджикский костюм по-прежнему очень популярен среди сельских жителей. Мужская и женская национальная одежда таджиков очень похожи по крою. Туникообразная, свободная, хорошо скрывает фигуру. Ну и как же без головного убора? Он состоит сразу из 2 элементов – тюбетейки и платка. Тюбетейка находится прямо у меня под платком. Иногда эти элементы используются отдельно друг от друга. Форма выреза воротника зависела от того, замужем ли таджичка. Молодые девушки носили платье с горизонтальным вырезом ворота и завязками на концах разреза, а после замужества женщины начинали носить платье с вертикальным вырезом, украшенным вышитой тесьмой. Верхняя одежда женщин – стеганый халат. В последнее время женщины стали носить тюбетейки – тоцы, что раньше не было особенно принято. Но еще осталось сказать пару слов про обувь. Для горожан таджиков и мужчин, и женщин привычной обувью являются мягкие сапожки махси. Носили их с кожаными калошами. Довольно популярными были и чиги – легкие сапоги с мягким носком и жестким задником, которые делали из козлиной кожи и были очень долговечны. Сельские жители носили сапоги на высоком каблуке или деревянные башмаки на 3 ножках. А теперь я расскажу немного о национальном таджикском мужском костюме. Это верхняя одежда, которая называется джилак. Рубахи шьют из одного куска ткани. Она широкая и не стесняет движений. Мужчины носят ее на выпуск, подпоясывая длинной узкой тканью или специальным платком, сложенным по диагонали. Платок выполняет несколько функций. Он и ремень, поддерживающий шаровары, и своего рода карман. Шаровары тоже шьются довольно широкими, но сужающимися к низу. Поверх рубахи мужчина надевает халат или чапан распашного свободного покроя, как правило, полосатый. Посмотрите на таджикскую тюбетейку. Отличается от башкирской, отличается и формой, и цветом. Сама тюбетейка черная, узоры либо белые, либо синие.
Таджикская кухня смело может похвастаться умением поваров и оригинальными рецептами, которые вы, кстати, не узнаете, если только своими секретами с вами кто-нибудь не поделится лично. Нам повезло. Основой национальной кухни Таджикистана составляют мясные блюда. Наибольшее предпочтение отдается баранине, конине и козлятине. Свинину, как и во многих мусульманских странах, здесь не едят вообще. Весьма преуспели таджикские хозяйки в приготовлении мучных блюд. Главное – это лепешки из дрожжевого или пресного теста, которые считаются традиционным хлебом. В национальной кухне Таджикистана не принято завершать трапезу десертом. Сладости там едят до еды, после еды, иногда даже во время приема пищи. В Таджикистане, как и вообще в Средней Азии, не принято добавлять в чай сахар. Также пьют таджики и черный чай, но в основном в зимнее время. Азам, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить самое известное древнейшее блюдо таджикской кухни – курутоп. Крутоп? Да. А что нам понадобится? Какие ингредиенты нужны? Катык – национальный кисломолочный продукт, фатир – слоеная лепешка, жареный лук, помидора, зелень, соль. А какие есть национальные таджикские блюда еще? У нас кроме курутопа готовится еще шакароб, плов. А из каких продуктов это все готовится? Больше всего делается акцент именно на растения, так как в древности таджики были земледельцами, и они вели осельный образ жизни, поэтому больше всего еда, которая готовится, национальная еда, которая готовится, они больше всего содержат внутри себя только овощи либо фрукты. Обилие свежих овощей, безусловно, сказывается на наполнении таджикского стола. Салаты подают и как гарнир к плову, шашлыку, и как самостоятельную закуску. Если я приеду в Таджикистан, чем вы меня угостите? Первоначально все таджикстанцы тебе будут предлагать именно первоначально плов, потом люля-кабаб, потом идет сумалак, национальное блюдо, которое готовится в весне в честь праздника Науруза. А чем-то ваш плов отличается от нашего? Первоначально по способу приготовления, например, узбеки готовят по-своему, то есть они добавляют там определенные ингредиенты, то есть изюма, там в некоторых регионах Узбекистана они даже добавляют там вишню, поскольку я знаю, но у нас больше всего фруктов, именно фрукты положится только изюм и все, то есть остальное, вот именно составная часть отличается от других регионах Узбекистана или других регионах стран, которые готовятся основное блюдо. Но можно сказать так, что плов не только является национальным блюдом Таджикистана, так как его готовят везде. Можно сказать, везде уголки земли, где находятся именно азиатские люди, можно там найти плов. Для приготовления курутоба в Таджикистане используют деревянную посуду – табак, которая имеет высокие края. Давайте уже начнем готовить курутоп, мне не терпится начать. Давайте первоначально нужно резать лук большими полукольцами. Вот так порежем, да? Да, Так нормально? нормально идет. Посмотрите, получаешь лук, режешь очень большими кусками, их как бы неудобно есть. У нас готовится, очень режется лук очень тонко. Давай попробую. Да, давайте. Вот так. нужно Я поняла. Вот у тебя лук уже готов, давай начнем резать помидоры очень мелкими кусками, так как было их удобно есть, и положить в салат. А это блюдо считается праздничным или повседневным? Это повседневное блюдо, которое больше всего готовится зимой, так как это время года требуется очень энергия. Эта еда сама по себе хоть не содержит мясо, но очень сытная. Таджикская кухня славится своими пловами. Их несколько видов. В таджикский плов добавляют кусочки айвы, а чеснок кладут целыми головками. Вот у нас салат готов, давай попробуем уже шинковать фатир, то есть Лепешку. да, слоеную лепешку. Для этого мы берем особую посуду, которая называется табак. Этот табак готовится именно из орехового дерева. Ну, по определенным технологиям это можно держать при определенной большой температуре, и при холоде можно использовать. А как готовится фатир? Фатир – это национальная лепешка, которая в древности готовится в Таджикистане. Как обычная лепешка, если содержит внутри себя только муку, соль и воду, а здесь еще помимо этого держится большое количество сливочного масла. И его несколько раз закатают, и помимо этого в данной лепешке отсутствует дрожжа. То есть это без дрожжа готовится вот такая лепешка. Таким образом мы разделяем фатир на куски. Сложно разделяется. Да, вот поэтому и называется слоеная лепешка. А как она делается такой слоеной? Когда тесто готовится, его несколько раз закатывают и перекатывают то, чтобы у него
образовалось несколько слоев. Трапезу по таджикским традициям принято заканчивать чашкой тонизирующего зеленого чая. Обязательно нужно использовать катык. Можно, допустим, использовать молоко, кефир. Вот в обязательном порядке нужно использовать только катык, так как именно катык передает нашим блюдам, именно куртоп передает особенный вкус и помимо этого сытности. К хлебу особенное и бережное отношение. Его не принято класть на стол нижней стороной вверх. Хлеб не режут ножом, а очень осторожно ломают на кусочки. Теперь наливаем в фатир национальный кисломолочный продукт катык. Все полностью надо. Да, полностью нальем. А теперь добавим салата потихонечку добавляем. Дальше мы добавим пожарную нуру, которую мы пожарили в сливочном и растительном масле. Дальше мы добавим там немножко щепочку соли по вкусу. И будем украшивать свое блюдо с помощью зелени. Наше блюдо готово. Перед тем, как попробовать его, нужно зачеркнуть то, что это блюдо именно кушается голыми руками, то есть без ложки, без вилки, без остального. Потому что истинный аромат, истинный вкус эту еду можно почувствовать, когда его ешь собственными руками. Пожалуйста, можно попробовать. Вкусно, я очень люблю жареный лук. Непривычно есть руками. Вот мы с вами и узнали секреты, как приготовить настоящий таджикский куртоп. Теперь я смогу удивить гостей и тем более маму. Фольклор таджикского народа очень богат. Это песни, пословицы, героические эпос, сказки и анекдоты. Но сейчас мы познакомимся с их песней. Фольклор таджиков, имеющий тысячелетние традиции, богат и разнообразен. Героический эпос, трудовые песни, майда, колыбельные, обрядовые календарные, обрядово-праздничные и траурные народные песни, суруд. Популярны в народе четверостишие, рубаи. Распространены юмористические рассказы, анекдоты, латифы. Меня очень интересует таджикская культура. Какую песню мы сегодня разучим? Мы сегодня будем изучать песню таджикского народа. Эта песня таджики поют из деревни в веках, как называется фалак по-таджикскому, что означает песня «Судьба», про судьбу. Обычно таджикские певцы, они поют эту песню, обращаются к судьбам, и эту песню надо с громким голосом петь и очень громко, чтобы удовлетворить себя и зрителей. То есть чем Да. громче, тем лучше. Тем да? лучше, да. Скажите, а таджики больше танцуют или поют? Ну, таджики в основном, они очень любят танцевать и петь. Поэтому... Одно другому не мешает. Да, одно другому не мешает. Например, на свадьбах обязательно без певца никак. По манере исполнения песни можно понять, из какого района Таджикистана певец. Давайте, наверное, разучим текст, чтобы хорошо спеть. Ну да, вот обычно в этом жанре, который мы говорили об этом, используется четверостишие, и перед каждой четверостишие обычно ставится междометие, типа «хой», которые Хой. особенности, да, вот Хой. особенности обращения. Го, Чархофаляки, черхофалеке, Маро, маро, бачарх, оварди. бачархо, Оварди. оварди. Очень сложно что-то немножко. «Хой чархофаляки, маро бачарховарди». Что-то я боюсь. «Хой чархофаляки». То есть фалеке надо скажи. продержать. Ой, чархо, фалеке, маро марута. бачарх, оварди. Маруча. Маро бачарх, оварди. Маруча барху варде, да? Да. Лирическая песня – любимейший и самый распространенный жанр в таджикском вокальном искусстве. Во время пьяна мы еще можем сдержать свои уши. Вот здесь. Да, вот так. А для чего? Для того, чтобы мы должны слышать свой голос. То есть мы себя Да. слышать можем? Да, мы Вот можем как слышать. правильно руку ставить? Вот так. То есть вот эти... Нет, да, вот так. да. Ага. И чтобы чуть-чуть... И чуть да, открыть. Да, чуть-чуть А, открыть, да, чтобы- я себя да. слышу. Слышишь, да? Прикольно. Хой черхо фалаке маруба чарх оварди. Громче еще. Еще громче. Да, да, да. Хой черхо фалаке маруба чарх оварди. Под воздействием музыки цветы растут быстрее. Просто
просто, да, получается? های چرخ و فلک مرا چرخ آوردی های گلابی بودم مرا به بلخ آوردی های گلابی بودم آبی شیرین میخوردم انا سرگشته مرا با آبی تلخ آوردی چین و چین و چین و چین قدی تو لا چین و چین چین و چین و چین و چین موی تو پر چین و چین چین و چین و چین و چین قدی تو لا چین و چین و چین و چین و چین و چین موی تو پر چین و چین. Испокон веков таджикские девушки и женщины шили. Вот и я в рубрике «Искусно» познакомлюсь с этим ремеслом. Золотое шитье – древнее ремесло. Это народный промысел, который является предметом исследования историков испокон веков. В исторических источниках указывает на существование этого ремесла на территории Республики Таджикистан аж с XIV века и даже ранее. Были даже целые кварталы золотошвеев. Мы сегодня будем вышивать, и я по ходу буду рассказывать вам, как мы все это готовим. Что мы будем вышивать? Мы будем вышивать костюм. Это костюм обычно надевают невесте. 40 дней будут нарядно ходить. Вот как я тюбетейка там в голове они надевают. И такие красивые платья с вышивками и с такими узорами. Золотыми? Золотыми узорами, да. У нас в основном вышивают золотистыми нитками. Шитье возникло более 20 тысяч лет назад. Какие женские ремесла есть в Таджикистане? В Таджикистане в основном женщины занимаются шитьем и занимаются вышиванием. В разных регионах есть свои особенности, свои наряды. Вот эта тюбетейка вышита с разными нитками, разноцветными. Видите, это как весна. Можно я ее попробую надеть? Да, пожалуйста, можете надеть. Это неправильно. Вот этот бубончик, чтобы это было в правую сторону. В левую сторону, да? Или в левую сторону. Можно в правую, можно и в левую. Для чего нужна вот эта вот коса? Это для, когда вот как раз тебе такие косички делают, 2 косички, и одну здесь, и другую здесь будут. А у нас, получается, вплетают ленты, а у вас такие вот нитки. Да, это все ручное дело, вот это все бисер. Я вижу, у вас там бисер распространен. И вот это украшение тоже из бисера. Да. Это как бусы? Это как бусы, да, одевает, можно. Правильно это дело. Вот так? Вот так одевают, да. Это в основном в праздничные дни одевают. И можно на свадьбу, можно в другие дни тоже одевать. Первые ножницы появились в Древнем Египте ориентировочно в 16 веке до нашей эры. Вот я здесь сшила костюм для невест. Это только невесте одевают. Я На свадьбу. почти, да, на свадьбу одевать. Я почти закончила. Вот у меня осталось рукава. Сейчас мы будем вместе сшить. Такие тоненькие нитки. Да, это у нас золотые нитки, они тоненькие, и будем шить нежно, чтобы не порвалась. Видишь, Жасмин, они тонкие, поэтому мы сделаем двойную нитку, чтобы они поддерживали. Но все-таки нельзя сильно тянуть. Надо шить хорошо, чтобы в обратной стороне тоже было красиво. Чтобы там не валялась нитка, некрасиво не было. Самой древней тканью считается льняная ткань, самой распространенной – ситец. Так, значит, сюда. Нет, сразу вот сюда. Сюда. Хорошо. Все. Теперь куда? Теперь покажу иголку. Просто вот так держишь отсюда и сразу с другой стороны видишь.
сверху. Вот, видишь? Конечно, Жасмин, очень трудно шить руками. Это очень сложное шитье. Легче на машинке. Легче на машинке, конечно. Вот поэтому наши женщины, азиатские женщины, они очень терпеливые, трудолюбивые. Да, создать такой шедевр с нуля я бы не смогла. Но благодаря Мадине я научилась шить и прикоснулась к золоту. Привет, меня зовут Ситора. Я из Уфы, но в Таджикистане у меня живет тетя. Я очень люблю здесь бывать. Больше всего мне нравится памятник Исмаилу Самани. Он основатель города Душанбе. А еще в Таджикистане очень живописные горы Памир. Через эти горы проходит федеральная трасса М41. Еще ее называют Памирский тракт. А вот рынок Шахманур находится в самом центре столицы. Я бы назвала его главным гипермаркетом республики. Здесь есть все. Это мы. Приезжайте в Таджикистан летом. Здесь очень классно. Ну вот и познакомились с народностью таджики. Любопытно то, что мы и так много о них знали. Но теперь знаем еще больше об этой удивительной национальности. И в очередной раз убедились, что мы жители большой страны.